Здравствуйте, уважаемые родители! Меня зовут Светлана Удрас, я спецпедагог и представляю Союз родителей программы языкового погружения. Добрый день, меня зовут Ирина, и я сегодня от лица всех родителей задам Светлане важные вопросы. А говорить мы будем на такую важную тему, как родитель может поддержать своего ребенка, который адаптируется в новой для него учебной среде, в школе, в которой обучение проходит на эстонском языке. В начале года все очень страшно, кажется. Как же и чем может помочь родитель? Родитель может сделать очень много. И в первую очередь это, конечно, создать положительный, позитивный настрой. Если вы будете говорить, что школа интересна, учиться это здорово, эстонский язык это хорошо, то ребенок будет перенимать ваш настрой и будет относиться так же. Конечно, родитель должен создать обязательно безопасную среду для ребенка. А это в первую очередь повседневные рутины, когда ребенок обязательно просыпается в одно и то же время. Ритуал того, как вы собираетесь в школу, вечером или утром портфель собираете. Вечерние ритуалы, когда вы с ребенком вместе читаете. Это все создает для ребенка среду, которая предсказуема. А если среда у нас предсказуема, значит она безопасна. Как поддержать изучение языка в повседневной жизни? Даже если вы сами не владеете эстонским языком в совершенстве, вы можете вместе с ребенком учить слова, предложения. Вы можете здороваться по-эстонски, говорить спасибо, пожалуйста, приятного аппетита. Вместе рассматривать какие-то книжки на эстонском языке, включать ребенку мультики, чтобы ребенок видел, что и для вас эстонский язык – это обязательная часть жизни, к которой вы положительно настроены. Как создать привычки, которые помогут ребенку освоиться лучше? В первую очередь создайте дома такой учебный уголок. Место, где ребенок будет учиться. Там пускай будут его карандаши, тетрадки, бумага, какие-то раскраски. И это место должно у ребенка ассоциироваться с учебой. Обязательно каждый день немножко с ребенком заниматься. Хоть у нас в первом классе нет домашних заданий, но очень важно сформировать у ребенка привычку учиться. Хотя бы прочитать одно предложение, решить какую-то задачку, раскрасить что-то. Но ребенок должен понимать, что он занимается каждый день по чуть-чуть. Ну и, конечно, делаем обязательно паузы, хвалим ребенка. Плюс обязательно начинаем уже учить ребенка, как мы правильно ищем в тексте информацию. Для этого купите ребенку разные разноцветные маркеры. Детям очень понравится. Скажите, смотри, у тебя будет как у взрослого. Купите эстонский журнал Täheke или Hea Laps и попробуйте с ребенком поиграть в такую игру. Например, возьми красный фломастер. А как по-эстонски красный? Да, пунаны. А вот теперь давай в этом тексте найдем все точечки и подчеркнем их. А потом возьмем другой фломастер, выучим опять цвет новый, а теперь найдем все слова, которые с большой буквы написаны. А почему они, давай подумаем, с большой буквы написаны. Да? Мы учим ребенка сосредоточиться, искать информацию, анализировать, и это в будущем ему очень поможет при учебе. Хорошо, мы как родители все это будем дома делать. А насколько важно сотрудничать со школой? Обязательно. Не бойтесь обращаться к своему учителю, к опорным специалистам, к другим родителям, потому что только вместе мы сможем создать ту среду и то ощущение, при котором первый класс для ребенка станет вот тем шагом первым в его очень интересной школьной жизни. Спасибо большое, Светлана.